Ингушетия добилась успехов в улучшении системы водоснабжения и водоотведения благодаря участию в пилотном проекте правительства России по реализации программы устойчивого экономического развития предприятий, энергетики и ЖКХ. В республике она стартовала в августе прошлого года. Ключевым шагом для успешной реализации проекта стало создание ГУП «Единый оператор Ингушетии» в сфере водоснабжения и водоотведения. Благодаря проекту консолидировано 96% всего водопроводно-канализационного хозяйства. Устранено более 2800 аварий на станциях водоснабжения. Установлено 6 трансформаторов. Отремонтированы и заменены 116 насосов. Также заменены более 20 километров ветхих водопроводных сетей. Закуплена специализированная техника. Построены и введены в эксплуатацию 5 насосных станций в селах Гейрбек-Юрт, Южной и Сагапши Малгобекского района. Реализация принятых мер позволило существенно улучшить качество предоставляемых услуг населению, о чем свидетельствует снижение количества жалоб от жителей региона. Это было приоритетной задачей властей. В Гейрбек-Юрте построена и введена в эксплуатацию полноценная насосная станция. В селении Сагапши и в Южное построены мини-насосные станции. Они предназначены для того, чтобы разгрузить работу магистральной линии Сунжа-Малгобек до тех пор, пока не завершится проект Асовского водозабора. هنز داج كرانك شلو تقير موجود هنز بعد ما وقنا ما شاء الله ديك دوا خنز الحمد لله يلا ديك مدوا ديك قلق مديش يبوخا داق من لا شو الله رياسخل. Также постоянное отсутствие воды у жителей Плиева стояло на особом и личном контроле главы региона. Так, по поручению Махмуда Али Калиматова были закуплены мощные насосы, которые решили проблему сельчан, стоявшую более 30 лет. Было профинансирование со стороны республики. И была вот первая насосная станция построена в сельском поселении Плиев. Тем самым более 95% водоснабжения было восстановлено, имеется в виду, вот в сельском поселении Плиев уже бесперебойное водоснабжение. Работы в рамках пилотного проекта правительства России продолжаются до сих пор. В Карабулаке сейчас идет строительство новой насосной станции. Работа началась около 3 месяцев назад. Мощность подачи воды планируется 400 метров кубических в час. Мы планируем до конца марта данную насосную станцию запустить. Для понимания, это закуплен новый трансформатор, он установлен, вся линия электропередач до новой насосной станции, новое оборудование, все это уже обвязано. Остались небольшие работы, я так думаю, на уровне электриков и наших специалистов. До конца марта, я думаю, мы ее запустим. Единым оператором в сфере водоснабжения и водоотведения Ингушетии была проделана реконструкция на Альтиевском водозаборе и станции очистки воды. Это установка 2 новых насосных агрегатов. Сейчас там подача 24 тысячи кубометров воды в сутки. Этой мощности хватит, чтобы обеспечить питьевой водой Барсуки, Газиюрт и Назрань. Также была проведена модернизация других водозаборов. Можно сказать, этот год разграничили Сунжинскую воду от Малгобекской. Насколько мы помним, с 1995 года, как построили данную линию, Малгобекский район снабжался водоснабжением Сунжинского ГНС, главной насосной станции. С тех пор, с того момента, как мы начали нашу деятельность, спустя первый квартал 2024 года, если не ошибаюсь, мы эту работу провели, модернизацию Кантышского водозабора, увеличили проектную мощность более чем на 20%, как добычу, так и транспортировку воды, и, соответственно, закрыли потребность Малгобекского района именно с Кантышского водозабора. И, соответственно, Сунжинская вода остается для города Карабулак, где потребность воды она всегда существенно имелась, и город Сунжа и Троицк. В прошедшем году в рамках пилотного проекта для региона была закуплена специализированная техника. Это экскаваторы-погрузчики и автокран. До конца марта ждут еще 2 единицы газелей для аварийных групп, для максимально быстрой ликвидации аварий на станциях. Также до конца марта мы должны получить каналопромывочную машину. Подобной машины водоканала никогда не было. Это на базе КАМАЗ, в народе называется КРОТ.
это для работы с канализацией. Участие в пилотном проекте стало мощным стимулом для модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Ингушетии, позволив достичь реальных результатов – снижения аварийности на сетях, ощутимой экономики ресурсов и повышения качества услуг для жителей. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз, 24.